по заповедным местам Республики Коми. Добрый день! Сегодня мы с вами познакомимся с заповедными территориями нашей республики. Одним из основных природных богатств Республики Коми являются леса. А теперь давайте подумаем, каких деревьев у нас больше. Всех больше у нас елей. Почти половина всех деревьев республики – это елки. На втором месте у нас сосны. Еще поменьше у нас берез. Эти три вида деревьев наиболее распространены у нас в регионе. В распределении растительного покрова хорошо прослеживаются зональные изменения. Крайний северо-восток Республики Коми на верхней картинке в районе города Воркуты – это тундра. Далее к югу она сменяется таежной зоной или просто тайгой. Это уже нижняя картинка. Республика Коми не испытывает недостатка в водных ресурсах, так как ее территория расположена в зоне избыточного увлажнения. На картинке изображено самое большое болото в Коми, да и вообще в Европе – океан. Находится на территории Ижемского и Устюмского районов. Территория республики питает реки бассейнов 4 морей. Белого – это реки Вычегда, Луза и Мизень, Баренцева моря, река Печора, Карского моря, небольшие притоки реки Кара и реки Силовяха, и Каспийского, реки Кобра, Летка, Березовка. А что же такое заповедные места? Есть такой термин «особо охраняемые природные территории», которые как раз и можно назвать заповедными. Такие территории делятся на 4 вида – заповедники, национальные парки, заказники, памятники природы. Первый вид – заповедники. Заповедник – это территория, предназначенная для защиты и изучения растений и животных. В заповедниках нельзя охотиться, ловить рыбу, собирать ягоды и грибы, так как эти действия могут нанести ущерб природе заповедника. Это территория, которая полностью изъята из хозяйственного пользования человека. Второй вид – национальные парки. Национальный парк – это тоже охраняемая территория, но человеческая деятельность на его территории просто ограничена. Человек может прийти в национальный парк, погулять по специально проложенным тропам и полюбоваться красотами местной природы. Кроме этого, он может изучать ее. Третий вид – заказники. Заказник – это охраняемая территория, но она чаще всего меньше по площади, чем первые два вида. Под охраной находится лишь определенная часть природы. Например, может охраняться место, где живут животные, занесенные в Красную книгу. К примеру, в Приморском крае находится леопардовый заказник, в котором обитают следующие охраняемые животные. Амурский тигр. Как раз вот он занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу Российской Федерации. Также кроме него в заказнике обитают Амурский восточный горал, Дальневосточный лесной кот, Красный волк, Росомаха, обычный гималайский медведь и другие. И последний вид – памятники природы. Памятником природы может быть объект живой или неживой природы. В качестве памятника может охраняться, например, водопад или ценное растение из Красной книги. На сегодняшний день в Республике Коми насчитывается 232 заповедных объекта. 3 из них имеют федеральный статус, то есть находятся под защитой государства. Остальные находятся в республиканском подчинении и районном. Общая площадь заповедных мест составляет около 13% территории нашей республики. Самые большие охраняемые территории – это у нас Национальный парк Юг-2 и Печора-Илыжский заповедник. Стоит сказать, что эти две территории были занесены под защиту ЮНЕСКО в список объектов всемирного культурного и природного наследия под общим названием «Девственные леса Коми». На этой карте мы можем увидеть, что эти две территории соседствуют друг с другом, и Национальный парк Юг-2 практически в 2 раза больше по площади, чем Печора-Илыжский заповедник. Теперь рассмотрим детально все виды заповедных территорий на примере нашей республики. И первый вид у нас, как вы помните, именно заповедники. Начнем на примере Печоры-Илыжского. Официальное постановление об образовании Печоры-Илыжского заповедника, в то время он назывался Печорским, было принято в 1930 году.
Основная цель заповедника первоначально была определена как восстановление численности ценных охотничьо-промысловых животных – бобра, соболя, лося, дикого северного оленя. В 60-е годы особое внимание было уделено вопросу сохранения сосны кедрово-сибирской или кедра сибирского. В 1949 году, то есть спустя почти 20 лет после открытия, было принято постановление организовать при Печоро-Илыжском заповеднике опытную лосиную ферму. Это была первая в мире подобная ферма. Создали ее для одомашнивания лосей. Это у них получилось. Спустя 11 лет после начала опытов лоси уже отвечали всем требованиям, предъявляемым к домашним животным. Нормально и регулярно размножались в неволе, выпущенные на волю в тайгу животные не дичали и возвращались на ферму. Также лоси использовались в качестве рабочих животных, ну и, конечно, лосиное мясо люди употребляли в еду. Посмотрим природу заповедника. Река Илыч, северные олени, которые являются дикими, заячий камень, цветущая горная тундра. Сейчас увидим некоторых представителей животного мира. Соболь, норка, заяц, бурый медведь, белка. Это наиболее распространенные представители. Познакомимся с некоторыми птицами. Синехвостка, крапивник, юрок, пищуха, серая мухоловка. Ну и растения. Эти виды занесены в Красную книгу Республики Коми. Дремлик, адонис, незабудки, алтайская ветряничка, башмачок крапчатый. Сейчас мы с вами совершим небольшое виртуальное путешествие в Печоры-Илычский заповедник. На официальном сайте есть такая карта с виртуальными турами. Здесь представлено несколько точек, в которые мы можем попасть. Начнем с первой точки – Кордон Испырет. Когда мы на нее зашли, мы видим, как выглядит в действительности это местечко. Здесь располагаются дома, в которых проживают либо сотрудники Печоры-Илычского заповедника, либо, возможно, туристы. Следующей точкой у нас будут татарские скалы на Илыче. Вот как раз они здесь у нас и располагаются. Ну и завершающей нашей точкой будет плата Мань-Пупунер. И здесь как раз представлены знаменитые столбы выветривания. Мы можем подойти поближе и увидеть, как они выглядят в реальности. Подойдем еще ближе. Всего столбов выветривания 6. Далее перейдем ко второму виду заповедных территорий – национальному парку. И познакомимся с национальным парком Югы-2. Это один из самых больших национальных парков в России. Его площадь составляет около 2 миллионов гектар. Он протянулся с севера на юг на 280 километров, а с запада на восток на 120. Парк учрежден в 1994 году для сохранения первозданной природы Приполярного и Северного Урала. Это и ландшафты, и природные достопримечательности, и растения, и животные. Значительная часть территории парка открыта для широкого посещения, и для знакомства с его уникальной природой проложены туристические маршруты. Это самый большой в Европе массив первичных северных лесов, которые сохранились практически в ненарушенном состоянии. На территории парка и по его границе расположены самые высокие вершины Урала.
Здесь представлена гора Народная, высота почти 2 километра, гора Карпинского и своеобразный символ парка – гора Монорага. Посмотрим природу Юг-2. Здесь представлен скальный останец, река Большой Паток, реки Косью-Сыня, Саблинский хребет. Взглянем на мир животных. С этим животным уже познакомились соболь, тетерева, росомаха, горностай, северная пищуха, белка. Далее у нас растения: радиола розовая, пион, вахта трехлистная, венерин башмачок и такое опасное растение росянка, которое питается насекомыми. Третий вид заповедных территорий – это у нас заказники. Представлю вам 3 заказника нашей республики. Первый заказник называется Белоборский. Целью создания является сохранение природы Средней тайги, включая животный и растительный мир среднего течения реки Вычегды и острова Нидзяс. На территории есть правила: запрещены рубка леса, охота, сбор букетов, езда на транспорте, неосторожное обращение с огнем и другое. На территории этого заказника произрастают растения, которые занесены в Красную книгу Республики Коми: калипсо луковичная, прострел раскрытый или сон трава, фиалка селькирка. Поэтому как раз территория и охраняется. Второй заказник – Дон-Ты. Заказник представляет собой болото, расположенное в Усть-Куломском районе. На территории болота даже имеются озера Дон-Ты и Кадам. Заказник Пижемский находится на территории Усть-Цилимского района. В заказнике выявлено 23 вида наземных позвоночных животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации: черношейная поганка, белый аист, пискулька, лебедь-кликун, лебедь-шипун, скопа, болотный лунь и другие. Осталось рассмотреть последний вид заповедных территорий – памятники природы. Покажу вам 3 памятника. Водопад на реке Хальмирью. Находится он в 100 километрах от Воркуты, за полярным кругом, в районе вечной мерзлоты. Является одним из крупнейших в европейской части России. Это трехступенчатый водопад, общая высота падения воды которого достигает 10 метров. Следующий памятник природы – Анкерский лесопарк. Цель создания – охрана посадок сосен и ели 1900 года. То есть этим деревьям уже свыше сотни лет. Находится этот памятник природы в Прилузском районе. И третий памятник – Параськины озера. Цель создания – охрана группы озер с богатым животным и растительным миром. Находится в районе города Ухты. Мы рассмотрели с вами 4 вида заповедных территорий: заповедники, национальные парки, заказники, памятники природы на примере нашей республики. Спасибо за внимание.